Смотрите сегодня в выпуске. В Якутии выбрали лучший социальный проект по работе с детьми. С душою к душе. Республиканский декадник психологов. В рамках юбилейных мероприятий благотворительный фонд «Харасхал» организовал фестиваль-форум под флагом милосердия, который прошел в Якутске в начале октября. Целью проведения подобного фестиваля-форума стало развитие и мобилизация социально ориентированных некоммерческих организаций Якутии через стимулирование личностно-профессионального роста и активизацию местных сообществ. Главным экспертом мероприятия выступил президент Общественного союза некоммерческих организаций России Александр Агистов. Именно некоммерческие организации, присутствующие здесь, в Республике Саха-Якутия, предоставляют уникальные услуги, которые могут предоставлять некоммерческие организации, которые не могут делать бюджетные организации. И здесь это присутствует достаточно ярко и более широкий спектр, чем по стране представлен. Некоммерческие организации Якутии, которые работают с инвалидностью, с детьми, у которых ограниченные возможности по здоровью, они должны показать какие-то социальные инновации. Результат налицо, и выставка тоже это нам покажет, и уже по выступлениям мы понимаем, что это здесь существует, и мы в России будем, конечно, опыт этот распространять, якутский, и брать с него пример. Активное участие в фестивале-форуме принял некоммерческий сектор, родительские клубы, организации общественного самоуправления, гражданские активисты и сообщества, работающие с семьями, воспитывающих детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В рамках фестиваля-форума работали дискуссионные площадки, обучающие семинары и выставка, на которую участники имели возможность презентовать свою организацию или инициативную группу, историю ее развития, проекты и результаты деятельности. Также на выставке любой желающий мог совершенно бесплатно проконсультироваться у юристов и специалистов Фонда социального страхования и Центра «Мои документы». В рамках форума все участники прошли обучение у лекторов, преподавателей Центра развития негосударственных организаций из Санкт-Петербурга, которые провели серию семинаров на тему «Социальное проектирование, работа с командой, оценка и мониторинг деятельности и предпринимательская деятельность». У каждой организации своя ситуация. Мне кажется, что очень удачно то, что у нас семинары интерактивные. Мы обязательно начнем с того, какой опыт уже есть у коллег, и дальше попробуем сделать так, чтобы каждый поставил себе задачу по плечу, понял, какой следующий шаг, и этот шаг наметим. У нас намечено несколько дискуссий, несколько деловых игр. Я думаю, что это поможет коллегам на примерах раскрыть те вопросы, которые мы будем обсуждать. Одна из больших проблем – привлечь какой-то ресурс. Соответственно, есть источники, которые не обязательно привлекать извне, их можно породить собственными силами. Но это и называется предпринимательская деятельность. То есть это может быть от бизнеса до сдачи помещения в аренду, но это все нужно просто знать, и при случае этим можно пользоваться в рамках закона и получать дополнительные средства на свою работу. Первый республиканский фестиваль-форум под флагом милосердия, организованный благотворительным фондом «Харасхал», завершил свою работу торжественной церемонией закрытия, на которой наградами были отмечены лучшие социальные проекты и НКО по работе с детьми. Лучшей некоммерческой организацией по работе с детьми среди муниципальных образований признана общественная организация родителей детей-инвалидов «Мотылек» Алданского района. Лучшей НКО в республике стала Якутская городская общественная молодежная организация «Подросток». По мнению жюри, лучший практический опыт по эффективному внедрению и распространению технологий и методик помощи детям республики у абилитационного центра «Особый ребенок». Гран-при форума за лучший социальный проект получил клуб родителей с детьми ДЦП и тяжелыми онкологическими заболеваниями «Лучики света». У нас очень много проектов, но выставили мы только 3, кажется. Это центр дневного пребывания, детский сад для детей с ДЦП и тяжелыми неврологическими заболеваниями школьного возраста. Потом досуговый центр для детей с умственной отсталостью. И еще у нас проект есть музыкальный хор для детей с умственной отсталостью, не говорящих. Для нас стало приятной неожиданностью открытие Намский УЛУС, у которых есть, оказывается, кабинет дневного пребывания для детишек с инвалидностью. Мы с них берем пример.
Многие участники заинтересовались наработками своих коллег и готовы взять их на вооружение и даже начать реализовывать совместные проекты во благо детей с особенностями развития здоровья. Уже традиционно осенью проходит республиканский декадник практикующих психологов «С душою к душе». В течение 2 дней в стенах педагогического института собрались лучшие психологи, психотерапевты, бизнес-тренера и коучи Якутии. Они проводили тренинги, мастер-классы и презентации своих методик работы. А декадник вообще-то подразумевает 10 дней. Но у нас настолько насыщенная программа, у нас 5 направлений, в которых параллельно идет по 5 мастер-классов. То есть в течение дня в одном направлении 4 мастер-класса, да? Завтра в одном направлении 3 мастер-класса. То есть всего у нас вообще 32 заявки на мастер-классы заявлено. И то есть все это можно было на самом деле растянуть на 10 дней, но мы решили для удобства посетителей выделить именно 2 дня, суббота и воскресенье, чтобы люди могли компактно в одном месте, в удобное время посмотреть очень много всего. Официальными организаторами декадника стали психологический центр «Инсайт» и благотворительный фонд «Харасхал» совместно с кафедрой возрастной и педагогической психологии Педагогического института Северо-Восточного федерального университета и Институт развития образования и повышения квалификации. Любой желающий, как обычный обыватель, так и специалисты-психологи могли посетить любой тренинг или мастер-класс, которые длились в среднем по 2 часа. Отрадно, что мероприятие носило благотворительный характер. Так, посещение было возможно только по приобретенным билетам или специальным абонементам. О том, что очень много людей нашли контакты именно в профессиональной психологической среде друг с другом. Потом они создавали совместные проекты. За год очень много было продвижений в плане психологического образования, развития, совместных тренингов, семинаров. Именно благодаря декаднику. Ко мне подходили, благодарили, говорили спасибо. Теперь видите ваши результаты, какие есть. Принять участие для психолога – это очень большое для нас событие, потому что он не только республиканского масштаба, и российского, потому что за пределы республики еще гости у нас пришли, да, показать себя, свой опыт, поделиться. И у нас очень много коллег приехали с улусов, с городских школ. То есть, поделиться, показать свой опыт работы и послушать обратную связь, может быть, да, и, конечно, и поучиться самим, потому что, очень важно же, наверное, что-то, да, узнать, учиться у других психологов, потому что у каждого своя изюминка, у каждого свое направление работы, и это для нас, для работающих психологов, очень важно и интересно. Вообще всегда очень интересно что-то новое, и мастер-классы – это когда ведут хорошие специалисты, профессионалы своего дела, это всегда приятно. И в любом случае это всегда опыт, это что-то новое, побыть со своими, потому что здесь встречаешь очень много коллег, которые на протяжении многих лет ты с ними общаешься и проходишь курсы повышения квалификации. Так скажем, наши профессионалы работают в центральных регионах, и наши очень даже далеко им не уступают. И то, что я сегодня узнала за эти 2 часа, мне это знакомо, но наполовину. Я узнала больше немножко. И я думаю, что я буду с ней общаться в дальнейшем и учиться. Для себя я выявила, что Ида Афанасьевна – это мой учитель по жизни. Я теперь буду ходить к ней. Напомним, впервые данное мероприятие было проведено в прошлом году. После ошеломительного успеха и большого спроса организаторы решили проводить декадник ежегодно. Мире нравится гулять. Утром с мамой в парке бегать, прыгать, птиц считать, просто на траве лежать, если очень жарко. Мира знает, каждый день в парк приводят Диму. Мама Диму прячет в тень, поправляет шарф, ремень, где необходимо. Мама, я хочу спросить, почему не может Дима четко говорить, шайбы поворотом бить, бегать вдоль дорожек? Значимый вопрос какой ты задать решила. То, что для других легко, Диме не по силам. Вот смотри. Не можешь ты управлять машиной. Несколько вещей других не умеет Дима. То, что большинству людей просто удается, Диме в 10 раз сложней. Но он не сдается.
Мама, Катя говорит, Дима очень странный, и что с тем, кто так кричит, мы играть не станем. Что он глупый и больной. Разве так бывает? Тоже стану я такой, если с ним сыграю. Эти говорят слова те, кто мало знает, те, кто книги открывать важным не считает. Чтобы четко отличать знания от сплетен, нужно каждый день читать и большим, и детям. Он не глупый, это факт, точно не заразен. Просто мир устроен так, он разнообразен. Ваня с детства был левшой. Ян считать не может. Саша ростом небольшой. Татя с темной кожей. Ира любит кабачки. Гоша петь под душем. На моем носу очки, на твоем веснушки. А дружить умеет он, если он особый? Дружба – дело двух сторон. Ты сама попробуй подойти и поиграть. Обсуди животных. Думаю, что другом стать сможет он охотно. Он особый, как любой, ведь для каждой мамы будет свой малыш родной, приособый самый. В мире люди все равны. Раз кому-то сложно, будь добрее, протяни руку осторожно, улыбайся от души. Это всем приятно. В играх сильно не спеши, говори понятно. Если видишь, он сердит, если смотрит строго, улыбнись и отойди, подожди немного. Мира яблоко взяла в качестве подарка и уверенно пошла по аллее парка. Молча Диме отдала, улыбаясь туго. И мгновенно поняла, Дима-то беззубый. Точно так, как у нее нет зубов передних, и не нужен им вдвоем никакой посредник. Добрый день, приятно познакомиться.